Ингушетия готовится отметить четвертьвековой юбилей, а вместе с тем и День ингушского флага. 4 июня, со дня образования республики как самостоятельного субъекта Федерации, исполнилось 25 лет. Напомним, основные торжества перенесли на июль в связи с месяцем поста. В мероприятиях, посвященных 25-летию Дня образования Ингушетии, приглашены более 800 человек. Вместе с жителями региона праздник разделят губернаторы, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители федеральных министерств и ведомств и все, кто на протяжении четверть века руководили парламентом и администрацией главы. Запланированы праздничные мероприятия во всех районах и уголках региона, открытие многоквартирных домов в 105-м Назрановском жилом массиве и зала дзюдо. Но главные праздничные торжества пройдут в столице республики. Магаз встретит гостей и жителей региона национальными подворьями, большой концертной программой и ярмаркой. В 17:00 на площади Алания состоится праздничное шествие жителей региона «25 лет созидания вместе», а завершатся торжества большим праздничным салютом. Как готовились сегодня к этому важному и ответственному событию, расскажет Амина Бокова. До главного события года в республике меньше суток. На площади Алания заканчиваются последние приготовления к празднику. Рабочие убивают оставшиеся плитки, декорации почти собраны. Артисты, которые без устали несколько недель репетировали в танцевальных залах, наконец перенесли действие на центральную площадь Магаса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За третьим разом повторяем. Ряд. 1, 2, 3, 4. Главной изюминкой концерта станет постановка рождения ингушского флага. Свыше 150 человек пронесут над собой кусочек ткани, который впоследствии превратится в главный символ государственности республики. Мы репетируем уже пятый день. Бывают некоторые сложности, потому что людей много, и поэтому не все синхронно делают, но вчера мы сделали на ура. В своеобразном флешмобе принимают участие студенты пожарно-спасательного колледжа и неравнодушные активисты. Не остались в стороне и школьники. Даже на учащихся младших классов изложена важная часть представления. Сначала там делают большой флаг, мы должны подбежать незаметно, выпрыгнуть неожиданно. Мы иногда запутываемся, но мы по местам нас расставляют, чтобы не ошиблись. Для организации праздничных мероприятий к юбилею республики приглашен заслуженный деятель искусств России, постановщик Михаил Высоцкий. Также в праздновании примут участие приглашенные артисты из Москвы. Однако всех секретов режиссера концерта не раскрывают. Все самое интересное зрители увидят в день премьеры. Действия на сцене и действия на площади – все идет на то, что рождается большой, потрясающий флаг Ингушетии. Мы подготовили целую серию замечательных песен, ведь что самое главное в народе? Песни этого народа, в которой воспеваются подвиги, красота, уникальность нашего края и нашего народа. Это самый главный сюрприз. Ну и, конечно же, наши гости, которые приедут нас поздравить не только с регионов Кавказа. Праздничные концерты пройдут во всех городах республики. Михаил Высоцкий уже провел репетиции в Назране, Карабулаке и Сунже. Амина Бокова, Султан Булгучев, Новости 24.